Здравствуйте, братья и сестры. Мы снова вместе. Вчера вот мы вместе были на выставке в Доме дружбы народов Нагорновых, 7 Нагорновых, 3 автора. Семья это папа, мама, дочь, и скоро у них будет выступать и внук Егор. А Настя продолжается. Я считаю, Владимир Порфирьевич, вы станете супругой, покажитесь. Заслуженный художник России, автор скульптуры, главной скульптуры нашей республики в Поволжье, мать-покровитель, которую все знают, кто не знает, вот папа этой мамы. Что связывает эти две выставки? Я плавно перехожу от вчерашней выставки к нынешней. У нас же в этом году год семьи. Вот. И то, что сегодня выставка у нас открывается Палестиной глазами российских зарубежных художников, и отдельный зал Хабибуллина. Прежде чем рассказать о выставке, я хочу немножко рассказать о докторе Гассале, моем и нашем друге. Человек уникальный. Вот его портрет, а рядом портрет отца. И они находятся в порядке движения часовой стрелки. Мы специально так повесили: сын, наследник своего отца, не только по рождению, но и по жизни. Это не громко звучит, в борьбе за мир. Все знают, что сейчас творится в мире, в частности в Палестине. И кто это творит? И вот художники, наши российские художники, зарубежные художники, как могут, на это отвлекаются, создают произведения, потому что люди должны знать правду. Вот фашистов победили, в первую очередь наши войска советские, и вдруг приглашают на саммит, посвященный победе над Гитлером, всех, кроме главного победителя России. Говорят, это не Россия победила, это мы победили. Американцы, французы, англичане, даже немцы сами себя в грудь стучат. Империя лжи правит миром. Но потихонечку ей приходит конец. И вот вклад в эту победу, которую американская власть по всему миру в своей щупальце, у них 360 с лишним, по-моему, военных баз в мире. По всему миру, везде, вокруг России. И Палестину бомбят американскими бомбами, оружием и на американские деньги. Точно так же и на Россию сейчас накат идет. Никакие не украинцы. Украинцы — это простое оружие, наемные солдаты. А вся та же империя лжи Америка бомбит Курскую область. Но уже всем очевидно, что победа опять, как Наполеона разбили, Карла XII разбили, Гитлера разбили, и империя лжи будет уже разбита. Не сразу, потихонечку. И вот свой вклад художники наши и художники мира в эту победу сегодняшняя выставка вносит. Я считаю, это, может, даже не каждый художник это понимает, создавая произведение, что он вносит свой вклад в победу над ложью, которая творит в мире. И Россия сейчас, наверное, главный правдоискатель в мире. Все боятся
с Америкой спорить, кроме России. А теперь уже более половины стран мира на нашей стороне. Более половины. Я с каждым днем это прибавляюсь. То есть правда, в чем сила правды, брат? Так что правда победит. Благодаря усилиям России и другим странам, которые нам примыкнули и привыкнули. Но теперь ближе к искусству.